Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Федеральный центр поддержит Якутию в борьбе с лесными пожарами и нашествием сибирского шелкопряда. Айсен Николаев встретился с главой Минприроды России. По нацпрограмме «Демография в Якутии» откроется сразу несколько новых объектов. Их реализацию показали сегодня журналистам. Ежемесячные выплаты, компенсация услуг ЖКХ и другие возможности. Как в Алданском районе своими правами пользуются ветераны труда. Лесопожарную обстановку и борьбу с нашествием сибирского шелкопряда обсудили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава республики Айсен Николаев. Министр отметил, что Якутия сталкивается с трудностями в вопросах тушения пожаров и обратил внимание на необходимость повышения оперативности. Александр Козлов поручил усилить работу с населением, поскольку возникновение очагов значительное влияние оказывает человеческий фактор. Министр сообщил, что поддержка ресурсами республики будет оказана. Также поддержан вопрос борьбы с сибирским шелкопрядом. Рослесхоз дополнительно выделит 148 миллионов рублей из федерального бюджета для работы на приоритетных участках. 80 миллионов направят из регионального бюджета. Ключевое, о чем бы я хотел сказать, нам надо закончить с тенденцией, когда Якутия, к сожалению, является лидером по пожароопасным, по показателям, которые в пожароопасный период, к сожалению, очень велики. То есть по итогам прошлого года Якутия – это 68% всех пожаров страны и 78% это от показателей Дальнего Востока. Да, мы понимаем проблематику, протяженность территорий, малозаселенность. Это тоже все учитывается обязательно, и меры поддержки руководителю региона будут оказаны. Но наша задача вместе организовать так, чтобы пожары тушились своевременно, а не спустя 10 дней или в поздний период. Обязательно учитывать человеческий фактор. Мы с Айсеном Сергеевичем разговаривали, видим факты, когда люди просто поджигают. Вот недавно был задержан человек с фаером, который специально делал так, что поджигал. Представляете, какой вред он наносит природе, экологии и финансовые какие последствия. А накануне Александр Козлов сообщил, что для генеральной экологической уборки в России необходимо более 1 триллиона рублей. В Минэкологии страны пояснили, что уже выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 миллиардов рублей. Что же касается генеральной уборки, с учетом дополнительного финансирования и настройки механизма окрашивания средств от экологических платежей, первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 триллиона рублей, рассказал глава Минприроды России. Еще одна серьезная проблема для экологии – это несанкционированные свалки. В Ленске их количество растет. Во время майского рейда межведомственная рабочая группа выявила 2 масштабные свалки – за микрорайоном Алроса и в микрорайоне Северный. Как ищут виновных и какими будут последствия, выясняли наши коллеги. Еще 3 года назад в этом лесу можно было гулять и собираться на пикник. Сегодня здесь настоящая помойка, говорит жительница микрорайона Алроса. Кроме строительного мусора добавились автомобильные шины. О безответственном поведении людей Екатерина рассказала в своем инстаграме. Подписчики возмутились, а реальную помощь предложил только один. Откликнулся один человек, мужчина, который предложил помощь и материальную, и в том числе предложил найти трактор небольшой. Но здесь объемы таковы, что одним небольшим трактором здесь не управиться, то есть здесь нужна техника посерьезней. И не только техника. На публикацию Екатерины отреагировала межведомственная рабочая группа по выявлению несанкционированных свалок. Провели обход, оценили масштабы. 220 квадратных метров твердых коммунальных отходов и 33 шины 4 класса опасности. Нашли и первую зацепку – квитанцию 2018 года. Квитанция вместе с чеком – это уже одна из форм доказательств вины человека, который, в общем-то, оставил ее здесь, эту квитанцию. Виновному предложат убрать весь мусор самостоятельно, но без штрафа не обойтись. Это нарушение санитарной безопасности леса. Мы сейчас будем материалы передавать прокуратуре. Там дальше прокуратура Ленского района будет определять именно собственника земельного участка. Это может быть Ленский район или город Ленск. И потом уже собственники будут работать с региональным оператором.
А эта свалка не в лесу. В жилом микрорайоне Северный. Во двор дома стащили разбитые машины. Они помешали сотрудникам пожарной службы. Техника закрывает гидранты. В случае возгорания МЧС не успеет потушить многоквартирные дома. В ближайшее время, значит, мы примем меры для того, чтобы эти транспортные средства были убраны с территории общего пользования. Так как это в правилах благоустройства четко записано, что возле многоквартирных домов запрещено, значит, без согласования соответствующих администраций находиться таким предметом. А пока члены комиссии пройдут по квартирам ближайших домов, чтобы найти владельцев транспорта. Виновные оплатят штрафы от 5000 рублей. Если технику не уберут за 10 дней, дело передадут в суд. А бесхозные машины отправятся на свалку. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Сейчас к эпидобстановке. Еще 101 человек заболел коронавирусом в Якутии за сутки. Наибольшее количество заражений фиксируется в столице – 61, сообщает оперштаб. 7 новых случаев выявили в Вилюйском районе, 6 в Амгинском, 5 в Мегино-Кангаласском. В Хангаласском районе за минувшие сутки зафиксировали 4 случая. В Горном, Мирнинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 3 новых заражения COVID-19. По 2 новых случая в Верхоянском, Кобейском и Ленском районах. За сутки лаборатории региона провели более 3500 исследований на ковид. В ближайшее время в республиканских мероприятиях планируется проведение и Гарманчара, и СХ Ланхо в Алекминске, в связи с чем я обращаюсь и к жителям Горного улуса, Алекминского улуса, и тех, кто планирует участвовать в этих мероприятиях. Вакцинация сегодня позволит нам провести эти мероприятия без лишних вопросов, непосредственно относительно последствий возможного заражения как такового, в связи с чем призываю всех прийти в Алекминском и в Горном улусе, а также членов команды, тех, кто планирует поехать в эти районы на мероприятия, на вакцинирование. По нацпрограмме «Демография» в столице региона и в целом по Якутии в этом году откроются сразу несколько новых объектов. Сегодня Министерство строительства региона провело пресс-тур для журналистов. Рассказали о будущих объектах и о реализации данной программы. Активно ведется строительство нового детского сада по адресу Кузьмина, 25 в Якутске. На 240 мест объект планируют сдать в ноябре этого года. По этой же программе построен детский сад для дополнительных групп в 203-м микрорайоне. Ясли-сад уже готов принять детей. Третьим объектом, где побывали журналисты, стал детский сад дополнительных групп «Прометейчик». Объект тоже сдан и с января принимает ребятишек. Современный детсад рассчитан на 119 мест. Всего же в этом году в рамках программы «Демография» сдадут в эксплуатацию 26 объектов по всей республике. Мы сейчас находимся в следующем объекте, который у нас был тоже реализован в рамках национального проекта. Этот объект у нас был приобретен в марте текущего года. И, соответственно, сейчас в настоящее время, после того, как у нас объекты уже введены, идет процедура оформления всех необходимых документов для того, чтобы уже он мог быть полностью эксплуатироваться. Да, это документы Роспотребнадзора, это соответствующие лицензии. И получение образовательной деятельности. Здесь у нас в этом садике есть некая особенность, потому что здесь у нас будут совсем маленькие детки. Одна группа, в которой будут детки, это от 6 месяцев до года. Одна группа от года до 3 лет. И потом еще от 3, и постарше детки. Ежемесячные денежные выплаты, компенсация оплаты услуг ЖКХ и возмещение стоимости санаторно-курортного лечения. Таковы основные права ветеранов труда. В Алданском управлении соцзащиты данная категория получателей является одной из наиболее многочисленных. Как ветераны могут воспользоваться своими правами, узнала Татьяна Вахнина. 5300 жителей Алданского района являются ветеранами труда. Республиканское звание присваивается мужчинам с трудовым стажем от 25 лет. У женщин стаж должен составлять 20 лет. Не менее 15 лет человек должен отработать в одной отрасли. При наличии государственных наград гражданин становится ветераном труда России. Ветераны труда составляют наиболее многочисленную категорию клиентов управления соцзащиты. Выплаты у них, соответственно, составляют 1071 ежемесячные денежные выплаты. За коммунальные услуги тоже они получают от нас 1604 рубля ежемесячно. Помимо ежемесячных денежных выплат и частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг, ветераны труда имеют право на возмещение 80% санаторно-курортного лечения. Отдохнуть и поправить здоровье граждане могут в здравницах Якутии. Это у нас Абырал, Якут-курорт,
Хату наш, да, Чебдик. Вот в эти санатории они могут поехать. Они платят санаторий 20% от стоимости путевки. Все остальное, 80%, гасит наше Министерство труда и социального развития. Ездить в санаторий в период, предусмотренный квотой, гражданам бывает не всегда удобно. Однако отказ от квоты не означает, что человеку придется отдыхать за полную стоимость путевки. Они могут у нас поехать за свой счет, то есть они могут отдохнуть в самом городе Якутске 14 дней, могут отдохнуть в Нижнем Бестяхе на грязи лечебницы, она у нас как бы вот это пользуется спросом. И в городе Нерюнгри Горизонт есть санаторий у нас. Человек, когда приезжает к нам, отдохнул 14 дней, приезжает к нам, мы ему возмещаем 80% от стоимости путевки. В 2020-м в условиях жестких ограничительных мер работу с клиентами пришлось перевести на дистант. В настоящее время смешанная форма работы сохраняется. На первых порах и граждане, и специалисты сталкивались с определенными сложностями. Сегодня удаленка вошла в рабочий режим. Объем подаваемых услуг у нас сейчас подается именно через госуслуги, либо через МФЦ. И, в принципе, даже те же граждане, то есть сейчас все больше и больше положительных отзывов. Самые старшие ветераны труда, жители Алданского района, отметили 80-летие. Нижняя возрастная граница начинается от 45 лет. К молодым представителям данной социальной категории относятся сотрудники органов МВД. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Подведены итоги обсуждения стратегии развития Якутии среди школьников и студентов. Соответствующий конкурс был объявлен Министерством образования и науки Республики. Студентам и школьникам предложили ознакомиться с итогами реализации стратегического документа «Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики», а также задать интересующие вопросы в формате видео государственному советнику региона Вячеславу Штурову. В конкурсе приняли участие более 100 студентов и школьников. Поступили вопросы по теме экологии, развития транспорта, туризма, образования, экономики и в целом будущего Якутии. Победители получили ценные призы и грамоты. В компании «Якутскэнерго» проходят системные соревнования по пожарно-прикладному мастерству. Участвуют пожарные дружины якутских ГРЭС и ТЭЦ, Каскада Вилюйских ГЭС, западных электрических сетей, центральных электрических сетей, Сахаэнерго и Якутской энергоремонтной компании. Цель соревнований не просто выявить лучших, но и закрепить знания и навыки реагирования в нештатных ситуациях, в частности при возгораниях. Команды проходят как теоретические, так и практические испытания, в том числе встречу с открытым огнем и оказание первой помощи пострадавшему. Впервые часть соревнований проходит на Якутской ГРЭС-2, где участники пробуют огневые рубежи на новой площадке. Данные соревнования уже являются доброй традицией в Якутскэнерго. Так, в этом году они уже 6-е. Цель соревнований – достичь высокого уровня теоретических и практических навыков персонала действием в различного рода аварийных и внештатных ситуациях. Особенностями сегодняшних соревнований является ситуация и те ограничения, которые введены в республике и в целом в Российской Федерации, да и в мире в целом в рамках противодействия новой коронавирусной инфекции. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.